3000 тонн предметов первой необходимости, собранных стамбульскими уйгурскими ассоциациями, отправляются в зону землетрясения. Уйгурские турки, проживающие в Турции, пытаются выплатить долг верности Турции, которую они знают как свою родину. Более 3 тонн одеял и других предметов первой необходимости, собранных среди уйгурских турок через Международную ассоциацию неправительственных организаций Восточного Туркестана и Гуманитарную ассоциацию «Голубой полумесяц», были доставлены в Управление по миграции Стамбула для отправки в Кахрамараш. По сообщениям британских СМИ, Эркин Тунияс, марионеточный глава Синьцзянь-Уйгурского автономного района, посетит Великобританию на следующей неделе, чтобы обсудить ситуацию в Восточном Туркестане по приглашению Министерства иностранных дел Великобритании. Затем он посетит несколько европейских стран. Визит рассматривается как часть международной кампании Китая по сокрытию геноцида уйгуров. Как сообщает Asia International News Network, 5 февраля мусульмане Бангладеш отметили 26-ю годовщину трагедии в Кюльдже. В ознаменование годовщины они организовали серию антикитайских акций протеста. Многие организации активно участвовали в протестах, такие как Организация Исламского фронта Бангладеш, Ассоциация социального обеспечения, студенческие ассоциации некоторых университетов, ученые и активисты. Двухпартийные члены Конгресса США представили законопроекты, способствующие мирному решению спора между Тибетом и Китаем. Законопроект был внесен вместе с председателем Комитета Палаты представителей по международным отношениям Майклом Макколом и представителем Джимом МакГоверном, сенаторами Тоддом Янгом и Джеффи Меркли. Законопроект направлен на усиление политики Соединенных Штатов по укреплению диалога между Китаем и Далай-ламой для мирного урегулирования спора между Тибетом и Китаем. Гражданин, находившийся в зоне бедствия, рассказал, что китайские журналисты попросили его выступить против партии справедливости и развития и предложили ему деньги за это. Инцидент, который попал в социальные сети, вызвал гнев гражданина, находившегося в зоне землетрясения в Турции. Гражданин заявил, что команда китайского государственного канала попросила его выступить против партии справедливости и развития, сказал, что ему предложили деньги за это. Гневную речь гражданина записали на камеру. Министерство обороны Австралии сообщило, что все камеры, произведенные китайскими технологическими компаниями, будут удалены из его зданий из соображений безопасности. Министр обороны Ричард Маррлс объявил, что все оборудование для наблюдения, принадлежащее китайским технологическим компаниям, было проверено из соображений безопасности. Он также заявил, что камеры китайского производства будут удалены, если их обнаружат среди других камер, расположенных в здании. Палата представителей Соединенных Штатов единогласно приняла резолюцию, осуждающую китайскую программу слежения с помощью воздушного шара, которую она сочла наглым нарушением суверенитета страны. Резолюция, принятая 419 голосами, подчеркнула общую озабоченность Конгресса, испытывающего межпартийные разногласия по поводу секретной программы наблюдения за воздушными шарами Китая и доступа к его глобальной военной и экономической мощи.